В этом году для ингушских паломников выделена квота на 1400 человек. Организацией подготовительных семинаров для паломников займется фирма «Иман-Тур», а перевозкой пассажиров – авиакомпания «Вим Авиа». Прием документов начнется с первых дней месяца Раджаб, то есть уже завтра. أخشى حيث أبوشنا هتأذره بعمت كنيين الله يمك عبخ نجاسن إيش خليه قا مترش حال جاندين. Для желающих посетить святые места необходимо собрать перечень документов, куда обязательно должен входить заграничный биометрический паспорт нового образца, цветные фотографии, копия российского паспорта с пропиской, международное свидетельство о вакцинации против менингита и дифтерии, а также обязательно для женщин до 45 лет, чтобы их сопровождал кто-то из мужчин-родственников, брат, отец или муж. Паспорт шейхан дачыдан кияхтыш хаваште дяга хашталар хаджа эрборге вей хамез бешбол по организации самолет заказаттер гостиница алар маслар цинц бузум болжды тахкыйо дихер цяқы зидерс жболш бонах шейхан ашкияхтыш حد ينشتاع شيخان واخ صو ليديج обработка подготовка языкюлыш мәттики қой тақ ялқы хизмет вах лирж болсак сар хаш қуач ди сан неқ қабыл бәда есі болчуара сан сағал туач бол рабах да әндәле асхат ес уақыт вашты. Вопрос организации хаджа 2017 на днях обсудили на встрече главы Ингушетии с представителем комитета по хаджу. Ахмед Теркакиев рассказал, что информация о повышении стоимости поездки на 25% недостоверна. На сегодняшний день эта сумма составляет $3100 по программе «Стандарт» и $2200 эконом. Паломники вылетят из аэропорта Магаз прямым рейсом до Медины. Юнусбек Евкуров подчеркнул, что для ингушских паломников необходимо подобрать в этом ценовом сегменте лучшие отели по сервису, стоимости и расположению. Он также считает, что комфортабельным должен быть и транспорт для них во время совершения хаджа. Минац Ингушетии будет курировать процесс подготовки к хаджу 2017. В каждой группе будет руководитель, владеющий арабским языком и знающий процедуру совершения обряда хаджа. С паломниками также будут проводиться встречи и разъяснительные беседы. Ежегодно Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации занимается координацией и подготовкой всех условий для того, чтобы наши жители вылетели из аэропорта Магаз и чувствовали себя и в Саудовской Аравии как дома. Мы своевременно организовываем как взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, так же и с региональными. Это организация выдачи своевременно заграничных паспортов у тех, кого нету. Это вакцинация, координация с Министерством здравоохранения Республики Ингушетия, с Министерством промышленности. Это организация перевозки и вылета из аэропорта Магаз. Заявки на совершение хаджа принимаются в любое время с 9 до 18, кроме выходных в комитете по хаджу по адресу город Назрань, проспект Базоркина, 94. Прием документов желающих совершить паломничество к святым местам продлится до 20 июля. Вылет первой группы паломников запланирован в середине августа. Светлана Томова, Джамалейл Тамасханов. Новости 24.